Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. 21 апреля объявлено в Туркменистане праздничным и выходным днем. Туркменистан проведет военно-тактические учения. Итоги Олимпиады по русскому языку подвели в Институте мировых языков имени Азади и другие новости. По случаю Ораза Байрамы 21 апреля объявлено в Туркменистане выходным днем. Соответствующий указ подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Документ предписывает всем учреждениям, предприятиям и организациям, независимо от формы собственности, обеспечить исполнение данного указа. Праздник Ораза Байрамы завершает священный для всех мусульман месяц Ораза, в течение которого верующие держат пост. Военно-тактические учения проведет Туркменистан в ближайшее время. О подготовке к ним на состоявшемся в четверг заседании Государственного совета безопасности доложил секретарь Совбеза, министр обороны Бегенч Гундогдыев. В октябре прошлого года президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов проверил боеготовность национальной армии, посетив совместные военно-полевые учения вооруженных сил и других родов войск, прошедшие в расположенном на территории Итрапа Туркменбаши морском учебно-тренировочном центре. В Туркменском национальном институте мировых языков имени Азади подвели итоги второй Олимпиады по русскому языку «Богатство языка, богатство народа», проведенной среди студентов высших учебных заведений страны. По результатам состязания определились 10 победителей и 25 призеров. Гран-при Олимпиады удостоен Ходжаберды Ходжабердыев, студент Института национальной безопасности Туркменистана. Олимпиада проводилась в виде тестирования в дистанционном формате. В целом на онлайн-площадке студенческого конкурса по русскому языку выступили 115 учащихся из 23 вузов страны. Делегация Туркменистана приняла участие в министерской встрече стран соседей Афганистана в Самарканде. Туркменскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Вепа Хаджиев. В ходе форума, прошедшего под председательством Узбекистана, приняли также участие руководители внешнеполитических ведомств Ирана, Пакистана, Российской Федерации, Таджикистана и Китая. В рамках шестой встречи глав внешнеполитических ведомств России и Центральной Азии в Самарканде Российскому университету дружбы народов предполагается присвоить статус базовой организации СНГ по подготовке и переподготовке журналистских кадров. На встрече планируется обсудить перспективные направления шестистороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Посольство России в Туркменистане на своем официальном сайте опубликовало расписание дистанционных отборочных испытаний на обучение в пределах квоты правительства Российской Федерации в 2023-2024 учебном году по программам бакалавриата и специалитета первой ступени в Туркменистане. Отборочные испытания будут проходить в период с 17 по 28 апреля 2023 года в формате дистанционного тестирования по двум предметам в соответствии с выбранной специальностью на интернет-платформе МФТИ. Певица и актриса Леди Гага назначена на пост сопредседателя Комитета США по культуре и искусству. Леди Гага – успешная певица, обладательница 13 премий Грэмми и одна из самых известных и влиятельных личностей в современной поп-культуре. По версии журнала Time, Леди Гага также входит в сотню самых влиятельных людей мира. Певица активно занимается благотворительностью и участвует в ряде общественных кампаний. В Камбодже прошла выставка оригами, на которой было продемонстрировано около 4 миллионов бумажных сердечек. Выставка была организована в поддержку 32-х игр Юго-Восточной Азии и 12-х Паралимпийских игр «Асиан», которые пройдут в Камбодже. Выставка попала в Книгу рекордов Гиннесса, значительно обойдя предыдущий рекорд, установленный в Великобритании в 2019 году, когда на выставке было представлено 53 704 бумажных сердца. Сердар Азмун отметился голевой передачей в составе Байера в рамках 1/4 финала Лиги Европы против бельгийского Юниона. Встреча завершилась со счетом 1-1. На 82-й минуте иранский форвард туркменского происхождения помог отличиться партнеру по команде Флориану Вирцу. Азмун получил мяч на границе штрафной и отдал передачу под удар партнеру. Ответный матч команды проведут через неделю в Брюсселе. В других матчах игрового дня Ювентус победил Спортинг, Фейнорд обыграл Рому, Севилья вырвала ничью у Манчестер Юнайтед. Аль-Наср объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Руди Гарсией. Сообщаем, что главный тренер Руди Гарсия покинул клуб по обоюдному согласию. Правление и все в команде хотели бы поблагодарить Руди и его сотрудников за самоотверженную работу в течение последних 8 месяцев, сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии. В
В чемпионате Саудовской Аравии Аль-Наср занимает вторую строчку за 6 матчей до конца турнира, уступая лидеру Аль-Итихаду 3 очка. Туркменский телеканал «Спорт» продолжает вещание ведущих футбольных турниров Европы в прямом эфире. На этой неделе туркменских зрителей ждут захватывающие матчи с участием лучших футбольных клубов Англии, Германии, Испании и Италии. Программа первого тура высшей лиги чемпионата Туркменистана по футболу стартует сегодня матчем Капедаг-Шагадам. Игра пройдет на стадионе Ашхабад и начнется в 17:30 по местному времени. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Чармурадом Курбановым. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.